Добрый день, на телеканале Юрган. Специальный выпуск программы «Время новостей», в студии Егор Ильченко. Мы продолжаем следить за праздничными мероприятиями, посвященными 95-летию со дня образования Республики Коми. Программа торжеств сегодня была насыщенная. Ее кульминацией станет массовое театрализованное представление «Сияние Севера». Финальный концерт начнется на центральном стадионе буквально через несколько минут. За красочным шоу будет наблюдать и моя коллега Любовь Лапина. Она уже на стадионе и сейчас выходит на прямую связь со студией. Любовь, добрый вечер. Вам слово. Добрый вечер, Егор, телезрители. Как вы видите, за моей спиной уже практически все готово. «Сияние Севера» вот-вот заиграет всеми красками. Но я напомню, что всего представления будет задействовано свыше 1000 человек. Включены ведущие хореографические коллективы Коми, представители различных национально-культурных автономий, также и молодежные коллективы. Всего зрителям будут представлены 5 различных сцен. Это эпизоды в клиповом формате. Они поведают о традициях, природе, культуре, людях и будущем нашей республики. Так, как ранее отмечал главный хореограф, основной задачей была постановка и разработка промышленного эпизода, который символизирует развитие Коми после перестроечного время и трудовые будни жителей Коми. Так, только в этом эпизоде будет участвовать 160 человек. Это коллективы Ухты, Сосногорска, Нижнего Одесса и Вуктыла. Кроме того, еще 150 артистов массовых сцен. Они будут работать с атрибутикой. В последнем же эпизоде, в самом финале, зрители увидят построение флагов России, Республики Коми и символа 95-летия республики. В этой масштабной сцене будет задействовано 1200 человек. Ну а после зрителей ждет выступление известного коллектива «Хор турецкого». Он знаменит современным исполнением классических произведений. Все это в прямом эфире на нашем канале сразу после выпуска новостей в 19 часов. Как видите, программа обещает быть насыщенной, поэтому если кто-то еще раздумывает, идти на стадион или нет, торопитесь, осталось буквально 10 минут до начала. Ну а я напомню, что финальному концерту предшествовала сегодня днем праздничная театрализованная программа и в самом центре столицы, на улице Коммунистической. С 10 утра здесь началась встреча земляков. На нее съехались представители всех городов и районов Коми. Практически одновременно начали свою работу и 9 различных площадок. Это библиотечная, мастеровая, литературная, кинофестивальная, гастрономическая, цветочная, а также площадки «Арт-карт», «Планета детства» и «Ретро». И сейчас я вам предлагаю посмотреть, как это все было. В назначенный час и назначенном месте, недалеко от кольца, буйство красок. Это земляки собираются навстречу. Через некоторое время они торжественно прошествуют через всю Коммунистическую прямо к главной площади столицы. Пока же в рядах шутки, пляски, последние приготовления. Вот на изготовке ижемцы, как всегда при полном традиционном параде. Старинные костюмы не просто дань прошлому. Это самое настоящее наследие, бережно сохраненное. На день рождения республики ижемцы приехали загодя и большой компанией. 70 человек. Очень нравится. Очень. То, что вот, ну, не то, что один день празднуют, да, а то, что это там несколько дней празднуют. Очень хорошо. Настроение создает все. Настроение все больше и больше поднимается. А чуть поодаль шапка князя – это символ Книжпогосского района. Выбран не случайно, ведь из самого названия уже все ясно. С Князьев пошло, с Серегова, всем известный, да, солеваренный завод. Это Иван III подписал грамоту в 15 веке. И первое в республике промышленное предприятие это было у нас в Книжпогосском районе, в селе Серегово. Поэтому мы этим очень гордимся. Возглавляет колонну Воркута. Быть впереди заполярный город заслужил как никто другой. И даже инсталляция у них оказалась самой масштабной из всех. 67-я параллель затмила все в округе. Это наш символ, нашей Воркуты, 67-я параллель. Он стоит в центре города, этот памятник, и мы сюда привезли его копию. Тем временем одна за другой стартуют площадки северного сияния. На мастеровой еще до официального открытия уже немало желающих что-либо приобрести. Выбрать действительно есть из чего. Ведь здесь представлены ремесла практически всех районов Коми. Лозоплетение, керамика, литье, вязание. Во всем национальные мотивы. Вот это вот шонды, солнце, орнамент. Вот этот вот орнамент означает воду, реку. А это просто, ну, тут места очень мало, что поместилось как бы так. Вот этот орнамент тоже солнце, шонды. Медведи с символикой Коми, кстати, самые ходовые, как и эти трещотки. Чтобы играть на национальных инструментах, не обязательно оканчивать музыкальную школу. Здесь как сама душа запоет, так и инструмент заиграет. В данном случае застучит.
Рядом площадка кинофестивальная, посвящена году российского кино. Удержаться от соблазнов на этом празднике жизни очень сложно. Буквально через пару шагов гастрономический ряд. Здесь также угощения на любой вкус. Традиционные шанги сменяют ароматные шашлыки и рассыпчатый плов. А вот на планете детства это еще одна площадка. Всех детей бесплатно угощают мороженым. Все, что для этого нужно, активнее участвовать в различных конкурсах. Итак, друзья мои, сделайте праздник нашим детям. Готовы? От пищи насущной к духовной. Впервые за все время в день рождения Коми представлена и площадка литературная. Здесь поэтическая дуэль, выступления музыкантов, мастер-класс по изобразительному искусству и танцам. А еще открытие книги рекордов Сыктывкара, лучные бои и свободное рисование. У нас в республике столько талантов, у нас замечательные произведения, у нас много талантливых поэтов. И об этом нужно рассказывать, нужно дать им возможность донести свое творчество до населения, чтобы их слышали, чтобы их ценили, чтобы ими восхищались. Это очень здорово, что мы проводим в таком масштабе литературную площадку. Михаил Порядин отмечает, это первая ласточка. В дальнейшем такие площадки станут традиционными, причем с приглашением талантов и из других регионов. Ну а сегодня все внимание ижемской поэтессе Татьяне Ануфриевой. Ради нее здесь проводят благотворительный аукцион. Лот – это уникальный экземпляр литературного альманаха «Белый бор», единственный в своем роде. Все вырученные деньги Минкомсвязи направляют на лечение Татьяны. И вот кульминация всего. Праздничное шествие «Республика в лицах». Колонна растягивается на всю коммунистическую. Жители столицы приветствуют полярные мишки и творческие коллективы. Горожане не стоят в сторонке, вступают в праздничные ряды, и очень скоро колонна превращается в один большой поток людей с радостными улыбками на лицах. Любовь Лапина, Олег Юшков, телеканал Юрган. Буйство красок сегодня было и на Стефановской площади столицы. Там прошел народный праздник Шондыбан. В творческой схватке сошлись муниципалитеты Коми. Они боролись за титул лучшего подворья и представляли свою самобытную культуру. В красочных нарядах участники рассказывали гостям о жизненном укладе и знакомили всех с традиционными ремеслами. Так что у посетителей была возможность всего за несколько минут познакомиться со всей Коми. Светлана Некрасова не смогла пройти мимо. Жители Карткировского района встречали гостей, в числе которых и руководитель региона Сергей Гапликов, национальными обрядами. Веники к деньгам, вода от болезней. Хозяин этого подворья сам Кыртайка. Железный человек вместе со своими земляками сделал все, чтобы его подворье запомнилось гостям праздника. От лица Карткировского района поздравляю всю Республику Коми с 95-летием. Желаю удачи, процветания, чтобы все друг друга любили, не забывали Коми край. Утро зазывало всех на уху. Великая семга и такой родной всем Хариус уверены, уже сегодня их район претендует на звание рыбной кладовой Коми. И здесь рады каждому рыбаку. Настроение хорошее, веселое. Вот. Можете приезжать к нам на Удару, попробуйте такую вот рыбу. Вот. Сейчас тем более туризм организован у нас. Можете приезжать, пожалуйста. Ну а Сосногорский вовсе замахнулся на рекорд. Гигантская трехметровая шаньга стала главным местом для фото всех гостей республиканского праздника Шондыбан. 100 килограммов муки, 50 килограммов свежего картофеля. Такого угощения хватило для всей Степановской площади. Объединение Сосногорск-Сыктывкар благодаря этой шанге, то мы поздравляем всех присутствующих на этой площади, всю Республику Коми с замечательным юбилеем 95-летия Республики Коми. И, конечно, на каждом подворье свои танцы. Где-то поют коми-частушки, где-то водят хороводы. Сегодня, говорят участники Шондыбана, они одна большая семья. И не важно, что позади организационные хлопоты и бессонные репетиционные ночи. Настроение лучше всех, праздник тоже хороший, все хорошо, все нравится. В этом году праздник переформатировали. Он получил неофициальный статус межрегионального. В Коми приехали гости из Чувашии и Пермского края. Сотни участников объединил сегодня главный символ Шондыбана – солнце. И, конечно, очень важная дата – 95-й день рождения нашей республики. Светлана Некрасова, Виктория Палкина, Олег Жуковский, телеканал Юрган, Сыктывкар. Богатым на события был сегодня фестиваль национальных и неолимпийских видов спорта. Официальное открытие соревнований прошло накануне. Старт им дал временно исполняющий обязанности главы Коми Сергей Гапликов. Уважаемые участники, судьи, зрители, болельщики, третий фестиваль национальных неолимпийских видов спорта в Республике Коми, в городе Сыктывкар, объявляю открытым!
красочном шоу приняли участие около 800 воспитанников детских спортивных школ региона. Их выступление сопровождало лазерное шоу. Затем на сцену вышел наш легендарный ансамбль «Асиакеа». Артисты исполнили песни о родной земле. После традиционный парад команд-участниц, ну а завершилось шоу выступлением певца Сергея Минаева. Сегодня в программе соревнований флорбол, стритбол, городки, мини-футбол, гиревой спорт и северное многоборье. А также финальные партии чемпионата России по бильярду. Мы, конечно, болели за сыктывкарца Александра Терехова. Его соперником был екатеринбуржец Вахид Багиров. И если гость с Урала личность в мире бильярда известная, он неоднократный призер российских турниров, то выход в финал нашего спортсмена – самая настоящая сенсация. Он буквально танком прошелся по своим соперникам, среди которых были известные мастера, и к решающему поединку подошел уже в ранге фаворита. Впрочем, сыграть в своем стиле на этот раз ему не удалось. Вахид Багиров был прагматичен и заслуженно победил в 4 партиях. Очень доволен, давно не выигрывал чемпионат России. Очень рад, что решил сюда поехать. Поездка была под вопросом. Вот, так что нахожусь под впечатлением. Много не могу пока описать, что произошло. Вот, но матч сложился крайне сложный. Соперник попался очень сильный. Я считаю, что я выжил все из своих сил, вот, поэтому, наверное, и выиграл. Вначале у меня было немножко мандражика, соперник очень сильный, сложно с ним играть, он отлично отыгрывается, в нужные моменты забивает шары, забивает, причем не просто забивает бездумно, а забивает, контролируя свой шар, то есть на самом деле это очень тяжело. Вот. Первой партии нервничал, да, что-то где-то не получалось, потом собрался, вот выиграл партию, проигрываю 2-1, и вот такая ситуация получается. Впрочем, унывать после проигранного финала Александру Терехову не стоит. Для получения звания мастера спорта ему достаточно было пробиться в полуфинал. Он свою задачу перевыполнил. Сотни зрителей собрались сегодня на запасном поле стадиона, чтобы увидеть экстремальное шоу «Джигитовка». Конно-спортивный клуб из Чувашской республики просто влюбил в себя даже тех, кто раньше и не слышал о таких скачках. 13 всадников за час показали все свое мастерство, и помехой не стал даже юный возраст джигитов. Репортаж Виктории Палкиной. Главными звездами шоу-программы стали вот эти наездницы. Они наравне с мужчинами выполняли все трюки. По словам руководителя группы джигитов, это не просто спорт, а настоящее искусство. И театральное, и цирковое. Далеко не каждый сможет вот так на бешеной скорости еще и саблей управляться. Мы сажаем всадников, даем лошадь, чтобы они общий язык нашли, взаимопонимание должен быть. А всадник должен, физически готов должен быть на этой лошади выступать. Потому что обрыв, вот, который шапку берут, они с земли, подниматься же надо, если физики нету, они не могут подниматься. Сами спортсмены признаются, приятно удивлены таким радушным приемом. У многих за плечами многокилометровые гастрольные маршруты. И пока Сыктывкар стал самой северной точкой группы чувашских джигитов. Погода очень замечательная. Мы думали, холодно будет тут. Все говорят север. Так. Встретили нормально нас. Отлично даже, можно сказать. Накормили, напоили. Все хорошо, все отлично. Вот позвали сюда, приехали выступать, показать вам мастер-класс на лошадях. Все будет очень здорово, вам понравится. Мы приехали, так весело, так хорошо, так добротно. Люди настолько спокойные. Такие, вот истинно русская ценность в человеке вот чувствуется. Общение. Никто ничего лишнего не говорит, никто лишнего не требует. И все это чувствуется даже на уровнях власти, даже с чиновником, даже с вашим исполняющим обязанности губернатором Гапликовым мы встречались, разговаривали. Изумительной простоты человек. Соскоки, перескоки, цирковые вертушки. Такого сыктывкарская публика еще не видела. Езда стоя и вниз головой у многих зрителей вызывала настоящий всплеск эмоций. Уже под конец программы лошади явно измотались. Напряженная работа плюс палящее солнце. Поэтому зрители не стали задерживать гостей. Сергей Гапликов рассказал журналистам, что лично знаком с руководителем этой группы. И точно знает, чего стоят все эти акробатические трюки. У меня на глазах происходило становление этой группы, поэтому и было принято решение, зная, что это вообще энтузиазм, что это не профессионалы, это люди, которые занимаются абсолютно другими делами, но которые очень любят своих лошадей, очень любят тем, чем и занимаются, конечно, истинные патриоты земли российской, и, конечно, вот то, что они сегодня продемонстрировали, это их порыв души, это поделиться вот своим искусством, своим мастерством.
Джигитовка не олимпийский вид спорта. Как дисциплину ее признали лишь в 2005-м. Сами джигиты уверены, у них есть хорошие перспективы. Поэтому лет через 5, уже на празднование 100-летнего юбилея, они готовы привести новую, еще более экстремальную программу. Виктория Палкина, Олег Жуковский, телеканал Юрган, Сыктывкар.